День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. За 5 лет в экономику республики привлечены рекордные объемы инвестиций – более 2 триллионов рублей. Такой показатель роста первый по величине среди регионов Дальнего Востока. В Якутии в местах несанкционированных переправ дежурят патрули. Официально ледовые дороги планируют открыть в десятых числах декабря. Продолжается рост заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в республике зарегистрировали свыше 9 тысяч случаев. В Якутске маршрутные автобусы возобновили движение по проспекту Ленина. По центральной улице города курсируют 15 городских маршрутов и 2 пригородных. Первые новогодние елки страны зажглись в республике. Мероприятие стало частью масштабного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Состоялась рабочая встреча главы республики Айсена Николаева с послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества. В частности, на встрече обсуждалось развитие связи в экономических и гуманитарных направлениях. Как отметил Даурен Абаев, главной целью его визита является изучение и ознакомление опыта Якутии в сферах креативной индустрии, IT и сельского хозяйства. Надо отметить, что в январе текущего года, после визита Айсена Сергеевича, у нас очень хорошая динамика взаимоотношений, потому что личные контакты дают хороший стимул. А точки соприкосновения у нас практически в каждых отраслях. Мы можем и промышленная кооперация, IT-сфера, торговля, сельское хозяйство. Поэтому здесь большие перспективы есть. А программа моего визита, я, конечно, хотел бы изучить, посмотреть и ознакомиться с опытом Якутии в разных сферах. Вопросы реализации инвестпроектов якорного резидента ТУР «Южная Якутия» компании «Колмар» обсудили на встрече глава региона Айсен Николаев и генеральный директор компании Валерий Цивилев. В этом году компания трудоустроила более 1500 человек и ведет профориентационный проект по подготовке молодых специалистов. Как рассказал Цивилев, на сегодняшний день на предприятиях «Колмар» трудится более 6500 работников. Из них 1670 человек трудоустроились в этом году. Одним из основных инструментов по привлечению персонала стала республиканская программа «Местные кадры в промышленность». За 10 месяцев по ней трудоустроено более 800 человек. Павел Шерстяников, боец СВО, во время своего двухнедельного отпуска провел встречи с учениками школ Ленска. На них молодой человек рассказал о своей службе в зоне проведения специальной военной операции, а также ответил на вопросы ребят. На одной из таких встреч со школьниками 4-й городской школы побывала и наша съемочная группа. Встречали гостя ученики стоя, громко аплодируя. Для ребят Павел Шерстяников – герой. Молодой человек отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем год назад. Там, в зоне СВО, он служит во 2-м гвардейском Луганско-Северодонецком армейском корпусе, 85-й мотострелковой бригаде, в 1-м батальоне фельдшером. Также участвует в огневой поддержке. Боец рассказал ребятам о службе и о сложных ее моментах, которые ему пришлось пережить. 2 апреля этого года, когда прямо ко мне в блиндаж прилетел снаряд 122 миллиметра. Все, пробил, зашел и не взорвался. Это оставило такое впечатление. Короче говоря, 3 месяца в обнимку с этим снарядом прожил. Павел продемонстрировал ребятам фрагменты боеприпасов противника, которые он привез с зоны проведения специальной военной операции. Взял из себя, но у меня сувениром пролежал, вот, потом я сюда привез. Простите, а какое название? Это польский миномет 60 миллиметров, диверсионный. На встречу пришли юноши, ученики 9 и 10 классов. С интересом парни слушали рассказ бойца. После, набравшись смелости, задавали вопросы. Интересная встреча была, мне понравилось человека слушать. В целом, конечно, вопрос тоже хотел задать, но постеснялся. В целом много рассказал, и понравилось, как рассказал. Достаточно обширно говорил, много. Но на самом деле было классно находиться рядом с человеком, который вот такой важен для нашей страны. Мне понравилось, интересно. Это жизненный опыт. Я считаю, такие встречи проводить надо.
Ребят интересовали довольно серьезные вопросы, на которые Павел очень осторожно отвечал. Это дети, и всегда волнительно перед детьми выступить. И надо же не ошибиться в выражениях, еще что-то. Да, очень повышенные требования к себе предъявляешь. А общение с детьми, оно волнует и помогает как-то преодолевать возвращаться из окопов и блиндажей все-таки к мирной жизни хотя бы немного. В завершении встречи Павлу вручили стопку писем, написанных учениками, и попросили передать их бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Также на памяти директор школы подарил гостю якутский оберег, который защищает своего владельца с 4 сторон. Яков Николаевич признался, что такие встречи важны и нужны. Ребята узнали много нового и полезного. Сегодня ребята узнали, какие навыки должны быть у, допустим, человека во время вот таких боевых действий, да, какие вот страны, оказывается, нам оказывают поддержку ту или иную, да, какие страны, допустим, держат нейтралитет. После встречи Павел посетил школьный музей. Здесь уже определено место для ценных экспонатов – фрагментов боеприпасов противника. Теперь они станут главной его ценностью, ведь их подарил выпускник этой же школы, сегодняшний боец СВО Павел Шерстяников. Напомню, что на СВО Павел отправился, являясь депутатом районного совета, а также членом партии ЛДПР, активным, неравнодушным жителем Ленского района, хорошим человеком и верным другом. Когда мне сказали, что Паша сегодня приедет в 11:30, и такой сюрприз. И Паша у нас, как сказать, самый добрый человек, наверное, в Ленске. Он самый первый ушел добровольцем. И приехал только сейчас. Гордость. Потому что реально гордость. У нас редко кто идет туда добровольцем. Молодой человек не побоялся поменять спокойную, мирную жизнь на службу в зоне проведения специальной военной операции. Уже почти 1,5 года Павел защищает нашу родину. Неделями живет в траншеях и блиндажах под обстрелами. Часто остается без сотовой связи надолго. Так, в апреле этого года Павел считался без вести пропавшим. Было такое время, когда он 3 месяца не выходил на связь, и нам, депутатам районного совета, пришлось обращаться и в правительство Республики Саха-Якутия, и в правительство России, и в Москву. И мы очень рады, что Паша появился на связи в июне месяце. И всем, кто вел мое расследование, так скажем, наше расследование, они всем мне отзвонились, все были рады, что Паша нашелся. За майские наступательные действия, помощь в бою Павел награжден ведомственной наградой Министерства обороны. Отпуск, рассказывает боец, прошел незаметно. И пора снова в бой. Благодаря отдыху на родной земле у молодого человека появились силы на дальнейшую службу в зоне СВО. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. За 5 лет в экономику республики привлечены рекордные объемы инвестиций – более 2 триллионов рублей. Такой показатель роста первый по величине среди регионов Дальнего Востока и рекордный за всю историю Якутии. Быстрый прогресс отражает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса в сочетании с поддержкой федерального центра. О примерах реализации опережающих проектов узнавала Марфирина Алексеева. Чтобы улучшить условия для создания и развития жизненно важных для региона предприятий малого и среднего бизнеса, на территории республики созданы 2 территории опережающего развития. Их резидентам предоставляются земельные участки, инфраструктура, налоговые льготы. Ключевое требование к резидентам – проекты должны способствовать социально-экономическому развитию республики и повышению качества жизни местных жителей. Одним из резидентов является тепличный комплекс в Саюре. С помощью инновационных технологий в условиях вечной мерзлоты за год здесь выращивают более 2000 тонн огурцов, помидоров, клубники, разных видов зелени, салата, перца и баклажанов. А после проведенной в ноябре масштабной реконструкции одной из теплиц в 4 раза выросли объемы сборов клубники. В день планируется собирать от 50 до 70 килограммов клубники.
В текущем году начата работа по подготовке профессиональных специалистов в области сельского хозяйства. Мы берем таких студентов на оплачиваемую практику. Они у нас с самого начала понимают, чем им предстоит заниматься после окончания вуза. Заключается трехсторонний договор между руководством ЕСХТ, САЮРИ и, собственно, студентом. И после выпуска такой студент уже попадает в знакомую ему среду. Он понимает, что ему предстоит делать. То есть для него уже это не является новинкой. И, по сути, мы получаем готовую трудовую единицу, которая знает, что ей делать. То есть уже опытный человек. А человек получает уверенность в том, что его трудоустроят. За счет стимулирования развития предпринимательства решаются несколько важных задач. Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни в регионе, улучшив снабжение товарами, продуктами за счет собственного производства. Здесь очень много мест выходит, чем в отличие от других. 100 с лишним мест в одном учреждении – это очень хороший результат. И плюс ко всему этому еще не помешали бы еще. Так, мы никогда не говорим, все, у нас уже все заполнено, мы никого не берем. Нет такого. Нас мотивирует то, что мы стараемся для республики выдать натурально свежий продукт. Территория опережающего развития готовит к открытию еще один производственный дом для малого бизнеса. Предприниматели в сфере изготовления стройматериалов готовятся к заселению уже в следующем месяце. Объект находится на инвестиционной площадке «Капитоновка». Общая площадь составляет 1600 квадратных метров. Это 6 благоустроенных помещений. Данные объекты инфраструктуры предназначены для размещения начинающих предпринимателей, которые будут сдавать в аренду по льготной ставке. Для работы в новом здании уже есть потенциальные арендаторы. Всего в объект будет заселено 6 производственных компаний. Каждое помещение имеет мощность до 100 киловатт электроэнергии, плюс горячее холодное водоснабжение. И имеется сразу бытовое помещение для работников. Представители малого и среднего бизнеса, допустим, купили оборудование и зашли, сразу с оборудованием установили и уже начали производство. И получается у нас это бизнес-инкубатор, то есть здесь они начинают и могут уже через некоторое время взять земельный участок и на нем уже построить свой собственный завод. Так принцип такой этих зданий. Под управляющей компанией «Тор Якутия» сегодня действует 52 резидента. На площадке «Капитоновка» в 2022 году было открыто 14 помещений для размещения субъектов малого бизнеса на площади более 2000 квадратных метров. Весь путь реализации проекта резидентами проделан благодаря поддержке «Тор Якутия». Самое главное – развитие, и прибыль. Технопарк «Высоком» начали, там же мы открыли сперва сэндвич-панели. И сейчас мы сюда переехали. Вся производство, которое у нас есть, сейчас находится здесь. Территории опережающего развития были созданы по инициативе президента России Владимира Путина с целью создания новых производств и рабочих мест в регионах Дальнего Востока. Благодаря разработанным мерам поддержки экономики в Якутии создано более 9000 рабочих мест. Еще новый инструмент стимулирования предпринимательской деятельности – это территории развития местного производства. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о планах создания в республике не менее 15 территорий развития местного производства. С помощью этого механизма поддержки предпринимательства планируется увеличить производство местной продукции на 25% к 2029 году. Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке пассажира через закрытую ледовую переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Прокуратура Мегино-Кангаласского района признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
При возбуждении уголовного дела установлено, что мужчиной на автомобиле Toyota Estima 26 ноября текущего года осуществлена за плату перевозка пассажиров по маршруту Якутск-Нижний Бестях по запрещенной для движения автомобилем транспортом ледовой переправе через реку Лена, тем самым подвергнув опасности жизни и здоровья пассажиров. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. Несмотря на запреты и предупреждения, ежегодно сотни автомобилистов пытаются перебраться через реку Лену по несанкционированным переправам. Инспекторы ГИМ совместно с ГИБДД устраивают рейды. Выявляют нарушителей и оформляют административные протоколы. Только за эту осень уже составлено более 40 дел в отношении водителей, выехавших на лед в неустановленном месте. Продолжит тему Александр Хавренко. Несмотря на то, что еще ни одна официальная переправа не открыта, буквально каждую минуту несколько десятков автомобилей пересекают реку Лена по несанкционированным тропам и трассам. Но на этом берегу их ждет сюрприз – патрули ГИБДД, ГИМС и службы спасения. Рейды по несанкционированным переправам устраиваются ежегодно, в период активного ледостава на реках. Не желающие ждать официального открытия переправы, автолюбители на свой страх и риск выезжают на еще не окрепший лед, и нередко это приводит к трагическим последствиям. 20 ноября 2 автомашины произвели несанкционированный выезд автотехники, в результате чего 2 автомашины провалились под лед. К счастью, никто не пострадал. Наши инспектора центра ГИМС выехали на данное место провала, произвели замеры. Замеры показали толщина льда не более 10 сантиметров. Автомашина массой 3 тонн, лед должен составлять не менее 30 сантиметров. С начала осеннего периода уже составлено более 40 административных материалов на водителей, совершивших несанкционированный выезд на лед в черте города Якутска и поселка Нижний Бестях. В связи с довольно теплой осенью ледостав на реках начался поздно, и открытие первой официальной переправы через Лену задержалось. Первая официальная переправа расположена у нас в районе Хатас-Павловск. Приблизительный срок открытия ее 11 декабря. В данный момент там ведутся работы по наливу воды. Сверху наливают воды. Делается это для увеличения толщины льда, чтобы быть уверенным в толщине льда при открытии переправы, чтобы она уже смогла выдерживать автотранспорт весом до 3 тонн. Переправа Кангаласы-Сотинцы ориентировочно откроется во второй половине декабря, Якутск-Нижний Бестях в начале января. А до тех пор выезд на лед запрещен и влечет за собой не только шанс получить административный штраф, но и вероятность лишиться автотранспорта, ушедшего под неокрепший лед. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Тем временем на территории Якутии работают 12 ледовых переправ. За минувшие сутки к эксплуатации допущены еще 6. Всего в регионе состоят на учете 50 ледовых переправ. Работы по строительству и обустройству 38 ледовых переправ начнутся согласно планов мероприятий по своевременному открытию и закрытию сезонных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и при наличии необходимой безопасной толщины льда для строительной техники. При этом сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния льда и погодных условий. С 1 декабря компания «Леноводсервис» закрыла движение судов на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. В настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию автозимников. По примерному графику ледовые переправы Якутск-Нижний Бестях планируется открыть к 11 декабря. Кангаласы-Барагонцы 25 декабря, исходя из погодных условий. Между тем, в регионе может вырасти число затопляемых зон в связи с изменениями климата. На сегодня 120 населенных пунктов находятся под угрозой паводка. Об этом рассказали на пресс-конференции о результатах противопаводковых мероприятий в этом году. Всего в Якутии работы по ослаблению прочности льда проводят на 39 участках в 9 районах республики, где есть опасность заторов. Прочность льда уменьшается путем зачернения. Зимой также идет постепенное освобождение емкостей водохранилищ. Предполоводная сработка поможет вместить больше объема воды весной. Капитальное строительство у нас водохозяйственных сооружений. Это у нас крупное капитальное строительство ведется с прошлого года. Это берегоукрепительная работа на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск.
На данное мероприятие было выделено из федерального бюджета почти 500 миллиона рублей, софинансированием из республиканского бюджета, это больше 100 миллионов рублей. И данное мероприятие уже на стадии завершения. С 1 декабря городские маршрутные автобусы вернулись на проспект Ленина в Якутске. После почти двухлетнего перерыва, связанного с ремонтом центральной улицы столицы, автобусы вновь начнут ездить по годами устоявшимся маршрутам. Ожидается ли изменения в работе общественного транспорта, узнавал мой коллега Александр Хавренко. С 1 декабря маршрутные автобусы города Якутска возобновили движение по проспекту Ленина. Во-первых, это позволит разгрузить параллельные улицы Ярославского и Орджоникидзе, а во-вторых, вернуть проспекту статус пересадочного хаба, откуда можно доехать в любую точку города. Правда, за 2 года пассажиры уже привыкли к остановкам на Орджоникидзе и Ярославского. Ну что ж, будем привыкать по-новому. 16 городских и 2 пригородных маршрута вернулись на главную улицу столицы. Возобновлению движения предшествовала большая работа, проведенная окружной администрацией. Отрегулировали светофорные объекты, значит, подготовили дорожное полотно, разметки, все остановочные карманы и так далее. Буквально сейчас уже у нас заканчивается оборудование теплых остановок, открытые навесные павильоны, остановочные павильоны уже, в принципе, везде установлены. Имеются все соответствующие дорожные знаки, знаки автобусных остановок, знаки запрета парковок и так далее. Также на следующей неделе на остановках должны появиться электронные табло для отслеживания движения автобусов. График работы для каждого маршрута установлен индивидуально, но самые популярные и востребованные будут работать до 22 часов. В первое время, возможно, большие интервалы между автобусами, связано это с нехваткой водителей на некоторых маршрутах. До пандемийное время, так скажем, у нас было 450 графиков, мы по городу выполняли. После пандемии, вот как у нас пандемия прошла, как бы в перевозках так немножко стало похуже у нас. И на сегодняшний день у нас графики 290, по-моему, насколько по графику у нас графики 290. То есть у нас нехватка автобусов. Ну, автобусы они как таковые есть, нету водительского персонала, квалифицированных водителей с категории D. Первые 2 месяца после открытия движения по проспекту окружная администрация будет вести мониторинг пассажиропотока. И не исключено, что после этого некоторые автобусы изменят маршрут и, возможно, часть из них перейдет обратно на параллельные проспекту улицы. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Современная высококвалифицированная медицинская помощь – один из неотъемлемых элементов комфортной жизни населения. В селе Этекюль Татинского района открыли новую поликлинику. Она рассчитана на 200 посещений в смену. Здание площадью более 4000 квадратных метров построено по принципу бережливой поликлиники. Предусмотрено разделение потоков пациентов, созданы условия для их комфортного пребывания. Подробности в следующем материале. В Татинском районе проживает более 16 тысяч человек, из которых 4500 – это дети. По словам главного врача поликлиники Сарданы Кононовой, новая поликлиника обеспечит жителей Татинского района комфортом, удобством и оказанием качественной медицинской помощи. Детская служба поликлиники оснащена современным оборудованием, позволяющим провести диагностику и лечение на самом высоком уровне. В новом здании все организовано с учетом новых стандартов. Это и разделение потоков пациентов, это и условия комфортного пребывания, зона ожидания, это и учтены требования для маломобильных пациентов. Очень довольна и рада, что у нас новое здание больницы. Если мы раньше сдавали анализы там, в разных зданиях, сейчас стало очень удобно. И с наличием новейших технологий нам, пациентам, будет гораздо легче пройти нужные обследования.
Я хочу выразить огромную благодарность руководству нашего Татинского улуса, Республики Саха-Якутия и нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание к здоровью жителей сельской местности. В поликлинике усилена диагностическая служба, расширен перечень проводимых исследований. Установлены 16-срезовый компьютерный томограф, бронховидеоскоп, видеоколоноскоп, гастроинтестинальный видеоскоп и другое оборудование. Кабинеты врачей-офтальмолога, отоларинголога, дерматолога и стоматолога оснащены оборудованием. Лаборатория оснащена передовым оборудованием для проведения различных анализов и исследований. Все службы и отделения районной больницы будут располагаться в одном месте. Здание прекрасное, 4000 квадратных метров, оснащено по самому последнему слову техники. Даже компьютерный томограф здесь есть. Раньше компьютерный томограф был редкостью даже в столичной нашей агломерации якутской, а сейчас это уже появляется благодаря нацпроектам уже и в сельских наших поликлиниках. Татинская поликлиника – один из 14 крупных медицинских объектов в сельских районах республики, которые строятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2026 года. Итакюльцы. Всем итакюльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. И в Якутии, и в других регионах Российской Федерации. Будем работать, программа есть, надо ее выполнять. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. За этот период в Якутии введено рекордное количество объектов, включая республиканский перинатальный и республиканский кардиососудистый центры, 2 центральные районные больницы, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретены 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования. Также до конца года введут республиканский онкоцентр. В результате выполнения задач президента по повышению качества и доступной медицинской помощи средняя продолжительность жизни в Якутии в 2023 году превысила 73 года, что выше среднероссийских показателей. Власий Сергеев, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Итыккёль, Татинский улус, Якутск. В Якутии идет рост заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано свыше 9000 случаев, что выше эпидемиологического порога заболеваемости по совокупному населению на 54%. В основном болеют дети в возрасте 7 лет и старше, поэтому в учебных заведениях был объявлен карантин. Школьники с 1 по 8 класс на данный момент обучаются дистанционно. Подробности в материале Марины Захаровой. От числа всех обращений в медицинские учреждения за день порядка 60% – это дети с диагнозом ОРВИ и различными его формами – назофарингитом, ринитом, бронхитом. Отделение воздушно-капельных инфекций в детской инфекционной клинической больнице переполнено. В основном госпитализированы дети, у которых диагностировали грипп, парагрипп, респираторную вирусную инфекцию, аденовирус и пневмонию. Среди них также есть заболевшие коронавирусом. За последний месяц в больницу с данным диагнозом поступило свыше 20 детей. Врачи отмечают, что ковид приобрел сезонный характер, и наряду с гриппом и ОРВИ его рост будет подниматься в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Одной из причин такого большого всплеска заболеваемости является теплая осень. В теплой среде, в таком комфортной температуре воздуха для вирусных инфекций, они не уничтожаются. И плюс дети в такую погоду могут ходить без шапок, потому что достаточно тепло. И поэтому вследствие переохлаждения чаще заболевать. Поэтому, конечно, сейчас такой идет подъем ОРВИ. И сезонность все равно, осенне-зимняя сезонность ОРВИ есть. При выявлении у себя таких симптомов, как температура, головная и мышечная боль, озноб, кашель или насморк, необходимо сразу обратиться к врачу. Самолечение недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Чтобы обезопасить себя от вирусов, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим в местах массовых скоплений людей, проветривать помещения и укреплять иммунитет. Основным методом профилактики при ОРВИ, в случае, если вы находитесь в людном помещении или контактируете с больными ОРВИ, является барьерная профилактика в виде масок.
Маски должны носить те, кто болеет ОРВИ, и желательно в людном месте те, кто не болеет ОРВИ. Со времен коронавирусной инфекции все про это забыли, но хочется сказать, что во время коронавирусной инфекции заболеваемости ОРВИ практически не было. Также мытье рук по приходу домой или в общественных местах перед тем, как поесть. Да? И еще одним из методов профилактики является не посещение общественных мест, когда человек болеет. Иногда это тяжело реализовать, но нужно постараться. Также к методам общей профилактики, которые помогут не болеть в дальнейшем, является постепенное закаливание. Полноценное питание детей, проводить витаминопрофилактику, витамин С принимать, витамин D, ну вот общеукрепляющие какие-то процедуры, да, и вакцинация. Все-таки чтобы избежать подъема заболеваемости, нужно вакцинировать детей против гриппа. Управлением образования окружной администрации города проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. По последним данным, в Якутске на карантине находится 618 классов в 43 учебных учреждениях. 7 школ закрыты полностью. Во всех учреждениях рекомендации Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ выполняются. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во время подъема заболеваемости гриппом в случае превышения порога заболеваемости 20% детей в одном классе вводятся ограничительные меры. Решение принимается руководителем общеобразовательной организации. По состоянию на 27 ноября текущего года, по информации общеобразовательных учреждений, на карантине находятся 618 классов в 43 школах. Полностью на карантин закрыты 7 школ. Это 2-я школа, 17-я, 27-я, 32-я, 35-я, СГО и Мархинская 1-я школа. В Якутске порядка 18 тысяч детей на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение, которое осуществляется на образовательной платформе «Сферум», разработанной в рамках проекта «Цифровое образование». «Сферум» является исключительно российским продуктом. Платформа разработана и развивается на территории страны и основана на отечественных технологиях. По итогам 2021-2022 учебного года общее число пользователей «Сферума» достигло 3,5 миллионов. Количество подключенных школ составило порядка 30 тысяч. У нас 6% школ, общеобразовательных школ республики находится на дистанционном обучении в связи с тем, что у нас возрос процент детей с заболеваемости ОРВИ. И на сегодня у нас 4 учреждения СПО из 42 учреждений, они у нас обучаются по смешанной форме. Но мы понимаем, что по закону образования дети должны получать дистанционное образование. И на сегодня у нас реализуется обучение на информационно-образовательной коммуникационной платформе «Сферум», которая рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством цифрового развития Российской Федерации. Этот контент позволяет нам реализовать и организовывать коммуникационные платформы, рабочие чаты как для учителя с классом, как для учителя с педагогами. Ну и в целом может целая школа подключиться в один рабочий чат. То есть у нас создаются условия для того, чтобы дети и учителя общались на безопасной информационной платформе. Эпидемическая ситуация помимо Якутска ухудшилась в Намском и Татинском улусах, в которых закрыты несколько школ. Карантин продлится до 7 декабря включительно. Марина Захарова, Павел Пахомов, Григорий Охлопков, Якутск. По последним данным, в Якутии эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 54%. Эпидобстановка в Нерюнгринском районе вынудила предпринять ряд серьезных мер для сдерживания распространения вирусных инфекций. Подробности в следующем материале. В настоящее время в Нерюнгринском районе наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. По отдельным возрастным категориям превышение уровня эпидемиологического порога доходит до 60%. В целом по Нерюнгринскому району отмечается тенденция к росту заболеваемости респираторными инфекциями. И за последние 4 недели тенденция составляла прирост в среднем на 20-25% к предыдущей неделе, по отношению к предыдущей неделе. Однако за предыдущей неделе, до 46-й недели, заболеваемость держалась в пределах эпидпорогов, и экстренных мер для
стабилизации эпидобстановки нами не принималось. Учитывая резкий скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом, с начала этой недели для стабилизации ситуации в районе введен ряд мер для сдерживания сезонных инфекционных заболеваний. Было экстренно принято решение о проведении санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой были отработаны и приняты решения по отдельным противоэпидемическим мероприятиям, в том числе о переводе на дистанционную форму обучения 7-8 классов всех общеобразовательных учреждений, сокращении продолжительности уроков по начальной школе, 1-4 классы, о переводе на дистанционную форму работы всех учреждений дополнительного образования, закрытии в школах бассейнов. Также на территории Нерюнгринского района вводится ряд ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. Это введение масочного режима, использование бактерицидных облучателей и обязательная дезинфекция. Чтобы защитить себя и своих близких, врачи рекомендуют следовать самым простым правилам. В первую очередь во всех общественных местах желательно носить маски. Чем больше людей будет носить маски, тем меньше будет заболеваемость. Это в первую очередь. Второе, естественно, обработка рук при возвращении домой. Прививки от гриппа желательно, конечно, поставить. Далее, соблюдать, естественно, здоровый образ жизни. Достаточно спать, проветривать комнату перед сном. Соблюдая эти простые правила, можно спокойно пережить повышение заболеваемости и самому не заболеть. Специалисты настоятельно рекомендуют очень внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках болезни незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Новый год – семейный праздник. Праздник для всех и для каждого, без исключения. Абсолютно все празднуют этот день. Ну а как же собирается справить Новый год семья миллионного жителей Якутии, смотрите в нашем следующем материале. Впервые за почти 40 лет в Якутии родился миллионный житель. Новость об этом обошла всю страну в день национального праздника СЭХ. Девочка весом 400 и ростом 56 сантиметров родилась в Якутске 23 июня. Сегодня Саине уже 5 месяцев. За это время малышка заметно подросла и уже умеет переворачиваться, улыбаться на радость родителям. Мы умеем переворачиваться. У нас 2 зубика. Она уже узнает нас, отличает от чужих. Она полностью на грудном вскармливании, пока еще без прикорма. Новость о том, что их дочь оказалась миллионным жителем Якутии, стала неожиданностью для всех близких и родных. Статус родителей миллионной жительницы для семьи Ануфриевых вдвойне ответственно, ведь младшая дочь родилась с отрывком аж на 10 лет от старшей дочери. Втроем как-то все рассчитывали, сейчас рассчитываем все на 4, и даже например, если находишься где-нибудь там, или планируешь куда-то поехать, то надо рассчитывать на 4, даже если в автомобиле, то уже втроем уже не влезали в автомобиль сейчас. Обновили? Немножко расширились, да. Да, также. Да, и в квартире тоже думаем, сейчас как-то еще надо размещаться. Глава семейства родом из Вилюйского района, а мама – Среднеколымского района. Родители миллионной девочки вот уже более 15 лет проживают в столице Алмазного края. Закончила ЯГУ в то время, сейчас в ВФУ. Училась с гидрогеолог по специальности. Работаю в институте Якутнепроалмаз в мерзлотном надзоре. А муж? Я родом с Вилюйского района, тоже окончили Северо-Восточный федеральный университет, работаем здесь уже, мирно проживаем около 15 лет уже в городе Мирном, в этом году у нас исполняется. Здесь мы встретились, здесь мы познакомились, основались нашу семью. Семья наша образовалась здесь, в Мирном. Сам он работает? Работаю я в центре сортировки алмазов. Новый год проникает во все дома через окна и двери, через самые маленькие щели. Его приносят в дом веселье, радость и хорошее настроение. Этот праздник любят и ждут все. Вот и старшая дочь Ануфриевых, Валерия, уже пишет свои пожелания Деду Морозу.
Я очень обрадовалась, ведь очень давно уже мечтала о сестре. Когда меня спрашивали, кого я хочу, я всегда говорила, что сестренку. Она родилась, оказалась миллионным жителем, я еще сильнее обрадовалась. Да, Лера очень любит сестру. Все время, как только появляется свободное время, присматривает, помогает, очень хорошо помогает. Да, вообще помощница наша самая большая. Как украсить дом, что приготовить на новогодний стол, во что нарядиться. Об этом семья уже обсуждает за ужином, когда все в сборе. На Новый год мы всегда все вместе в начале декабря ставим елку. И также все вместе украшаем дом. Также мы все, как в любых, наверное, семьях, перед Новым годом лепим пельмени все вместе. Наверное, это с детства идет, когда еще в детстве с родителями лепили пельмени. Сейчас также и сами. Саина будет приобщаться, изучать традиции наши. Планы таких грандиозных каких-то нет. Лишь бы все складывалось, чтобы лишь бы дети были здоровы и были счастливы. Традиция семьи Ануфриевых позволяет всем домочадцам почувствовать свою значимость, проявить заботу и любовь к близким, уделить время и внимание родным. Так в детях воспитывается чувство благодарности к старшим членам семьи, стабильности семейных отношений, формируется мировоззрение и отношение к жизни. Анна Васильева, Мирный. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутии отмечают 280-летие Иркутско-Якутского почтового тракта. В рамках второго межрегионального форума все потомки ямщиков вместе провели торжественное собрание, посвященное юбилейной дате и памяти государственного и общественного деятеля, первого зампреда Госсобрания Илтумен 5-го созыва Анатолия Добрянцева. Как отмечают юбилей почтового тракта, расскажет Марферина Алексеева. В историческом зале Национальной библиотеки состоялось торжественное заседание, посвященное 280-летию регулярного сообщения по Иркутско-Якутскому почтовому тракту и памяти видного государственного деятеля, председателя и создателя Совета общественной организации республики, потомки государевых ямщиков с 2007 по 2022 год Анатолия Добрянцева. Он же является инициатором и автором серии книг о истории ямщицкого почтового тракта, в том числе новые презентованные книги «Иркутско-Якутский почтовый тракт. Прошлое и настоящее». Эта книга, в нее вошла история ямщицких станций от Иркутска до Якутска. Это впервые в истории наша общественная организация создала историческую книгу о судьбе, об истории тракта, который 285 лет, которую мы сейчас отмечаем. На торжественное собрание приехали в Якутию почетные гости из Иркутской области. Кузьма Алдаров, заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области, принимал участие в экспедиции, на основе которой была написана книга. Экспедиция была состоялась еще в 2018 году вместе под руководством Анатолия Анатольевича Добрянцева. Мы проехали практически все почтовые станции, которые находятся на Иркутском тракте. Затем они спустились по реке Лена и дошли до Якутска. Значит, в этом году мы повторили такую экспедицию, и продолжили наше общение на предмет того, чтобы поднять еще раз исторические факты создания и прохождения этого почтового пути. Активная работа по возрождению и сохранению исторического, культурного и духовного наследия государевых ямщиков ведется бесперебойно. К примеру, совсем недавно местности Ой-Муран Хангалахского района присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. Сегодня местность Ой-Муран представляет собой красивейшее место, где до сих пор сохранились строения жителей. По всей России имеется 4 памятника, посвященные ямщикам. Один из них у нас в городе Ленске. Есть несколько музеев
Например, тоже один из этих музеев находится в селе Иланка Хангаласского улуса. И единственный достопримечательный объект, мы его называем сакральным местом, ямшистская станция Оймуран, мы взяли под охрану вот на днях. И, соответственно, это единственный опыт во всей стране. Думаю, что этот вопрос должен иметь свое развитие, и дальше мы непрерывно должны работать. В рамках празднования даты организована выставка, которая включила в себя научные и справочные книги, исторические предметы быта ямщиков. Вот здесь уникальный у нас экспонат. Самовар, 40 литров воды входит туда. Ага. Макет почтовой станции села Синск. К сожалению, в 1986 году этот дом станции села Синск горело. Вот. Но остался вот такой макет. Ага. И вот тоже один из уникальных предметов – почтовый ящик, где возили почту. И в нашем фонде хранятся родовые письма ямщицкой станции. И здесь можно посмотреть протокол. Мы привезли копию, здесь протокол про ямщицкие станции. Сколько они должны содержать коней, коров, сколько должны выдавать и как вот готовить к гоньбе скот. Напомним, указом главы Якутии Айсена Николаева 2024-2028 годы объявлены пятилетием ямщицкой культуры в Усть-Майском, Ленском, Алекминском и Хангаласском районах республики. В этих районах пройдут мероприятия, направленные на сохранение и развитие исторического и духовного наследия государевых ямщиков. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Якутии отметили День Хамуса. Именно в этот день, 30 ноября 1990 года, в Якутске был открыт единственный в мире музей и центр хамуса народов мира, в котором собрана уникальная коллекция этого музыкального инструмента. В честь этой даты в Театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, где была организована выставка и праздничный концерт при участии хамусистов-виртуозов мира. Ну а День Хамуса отмечается не только в Якутии сегодня, но и в других регионах и странах. Наши коллеги из музея и центра хамуса народов мира, а также наши хамусисты-виртуозы, это Варвара Степанова, Ирина Антонарьяна, они принимают там участие, показывают там мастер-классы, организуют концерты, а также и мастер-классы кузнечного дела. Также будет проведен именно День хамуса в Монголии. Это событие у нас, вообще с Монголией у нас дружба началась еще в 2019 году. И это мероприятие, она является именно таким историческим моментом для культурного содружества. Настоящее волшебство развернулось в ледовом парке «Северное сияние». Завершился 5-й день международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Конкурс проводят ежегодно, и он стал частью Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В ледовом городке побывала моя коллега Даяна Федорова. Роботы, космонавты и сказочные герои произведений – вот что воссоздали участники изо льда на конкурсную тему «Мир будущего». Однако это еще не все. Карат Шевер приехал из Тывы, в Якутии не в первый раз. Вместе со своим товарищем они проявили креатив и выполнили скульптуру под названием «Узоры Енисея». Мир будущего – это вечно зеленая природа, вечная природа Енисея и Тувы. Да. А в снежном там мы будем вырезать легендарных воинов-аранхайцев, наших потомков. Мне интересно работать с якутскими мастерами. А по снегу я работал давно, по льду недавно. Снежные скульптуры участники должны завершить за 2,5 дня. Конкурсные работы оцениваются жюри по нескольким критериям. Основные – это выразительность, мастерство, степень законченности произведения и другие. Наталья Гончарова в Якутске не в первый раз. Она признается, в Якутию приезжает для того, чтобы научиться у якутских профессионалов мастерству. Нам очень нравится приезжать в Якутию, и мы вообще наслаждаемся здесь людьми. И нам нравятся здесь светлые люди, горячие сердца их, все такие мастеровые, профессионалы. В общем, нам есть чему поучиться. У нас образ будет пингвина на панцире черепахи и смотрящий вот так вот вдаль. Надеюсь, что наш снег выдержит такое крылышко удержать. Составной частью культуры каждого народа являются традиционные игры. Оцурен и его товарищ по команде приняли решение отразить в своей снежной скульптуре древнюю игру братьев, борющихся на коне. В Якутии участники из Монголии впервые.
В Якутске как первый раз приезжали. Смотрели, много чего смотрели, но холодно, говорят. Но, тем не менее, вот пока мы здесь, погода теплая. Очень воздух свежий такой, город среди снег, так что очень красивый город. По итогам конкурса победители и призеры удостоятся кубка и медалей, выполненные из латуни, составка из якутских бриллиантов и бивня мамонта. Изготовлены благодаря нашим спонсорам. Это «Золотник», компания «Макита», «Хозмаркет», «Сахалмаз», «Комдрагометалл» и агрохолдинг «Туймада». Мы благодарим наших ювелиров, литейщиков, косторезов за предоставленную возможность, за короткий срок они изготовили такую прекрасную кубки и медали. Также участники будут вознаграждены денежными призами. Международный конкурс будет проходить в Ледовом парке до 3 декабря. Даяна Федорова, Иван Сракумов, Якутск. Ну а накануне в республике зажгли первые новогодние елки страны. Мероприятие также стало частью масштабного одноименного фестиваля, который уже стал брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Как прошла церемония зажжения главных символов Нового года, знает наша съемочная группа. Раз, два, три, елочка, гори! Первыми праздничные огни засияли на площади Дружбы. В этом году зеленая красавица расположилась именно здесь в связи с ремонтом площади Ленина. 20-метровое искусственное дерево украсили шарами и почти 1500 гирлянд и огоньков разных форм и размеров. Мероприятие собрало много восторженных зрителей всех возрастов. Я в Якутии приехала на зажжение первой елки в России. Я на таком мероприятии впервые и очень рада, если честно, что сюда попала. С наступающим 24-м годом! Всем добра, здоровья! Всем добра, здоровья, радости, счастья! Чтобы у всех все было хорошо, чтобы достаток был в доме, чтобы Новый год принес все самые хорошие мечты. Впервые церемонию зажжения первой новогодней елки страны покажут на главной аллее ВДНХ. Там же якутский Чесхан передаст символ холода Деду Морозу из Великого Устюга. Сегодня все Деды Морозы будут принимать символ холода, и все 90 елей, которые находятся на территории ВДНХ, будут одновременно зажигаться. И очень важно то, что именно символ холода, именно Чесхан, именно наша родная республика Саха-Якутия запускает этот праздник по всей стране. Следом эстафетную палочку предновогодних будней перехватила главная елка столицы. Ее традиционно расположили на площади Орджоникидзе. Саму конструкцию монтировали в течение 2 недель, а искусственные ветви символа Нового года украсили игрушками в национальном стиле. Поздравляю всех вас, желаю в 2023 году закончить все свои запланированные дела. Детишкам поздравляю, желаю всем хорошо закончить полугодие. Поздравляю всех вас с этим замечательным днем. Ну и главное нововведение этого года – зажжение городской елки продолжилось праздничным шествием автоколонны. Она проехала от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Каждую машину украсили гирляндой и прочими новогодними атрибутами специально для создания праздничного настроения у горожан и гостей столицы. Петр Васильев, Алексей Степанов, Семен Семенов, Григорий Хлопков, Якутск. В Москве объявили начало зимы. Праздничная церемония зажжения новогодних елок регионов России прошла в парке ВДНХ. Акция состоялась впервые. Мастера из 89 субъектов страны оформили лесных красавиц и представили их на суд жителей и гостей столицы. Причем открыл церемонию наш Чесхан и передал Деду Морозу волшебный артефакт. Окунулся в сказку и узнал все подробности мой коллега Максим Кардозу. Вот так хором на главной аллее ВДНХ Дед Мороз и гости зажгли не одну, а сразу 90 елок. 89 от каждого региона страны, плюс новогоднее дерево самого парка. Сегодня самое главное, что происходит, это открывается аллея елок. Это уникальный проект. Нигде, никогда в мире никто ничего подобного не делал. И, конечно, здесь елка Якутии, естественно, представлена. Я знаю, что ребята очень сильно волновались за каждую елку, и в Якутии тоже, но я
уверяю, что каждая елка получилась шедевральной абсолютно. Поэтому надо приезжать на ВДНХ. Впереди еще как минимум 4 месяца, когда можно будет увидеть эти елки. А посмотреть есть на что. Новогодние деревья не похожи друг на друга. Подчеркнуты региональные особенности. Каждая елка индивидуальная, игрушки делались вручную мастерами. На нашей красавице можно увидеть берестяную посуду, чороны, женские украшения из серебра и бисера, а также фигурки в национальных костюмах людей, лошадей. В общем, ни с чем не перепутаешь наш уникальный якутский колорит. Также на церемонию пригласили Чисхана. Якутский волшебник передал магический кристалл холода Деду Морозу из Великого Устюга. Вместе они объявили о начале зимы и новогодних праздников по всей России. Желания мои будут такими, чтобы в этом году все были живы, здоровы, чтобы счастье было, спокойствие и благополучие. У вас самый лучший Дед Мороз. Я надеюсь, меня не слышит сейчас наш Дед Мороз, классический из Великого Устюга. Но я сегодня ради якутского Деда Мороза здесь и привела сына показать ему, как выглядит настоящий хранитель Севера. Потому что это, конечно, потрясающий костюм с отсылками к культуре. Я была в Якутии один раз, но была там не на Новый год и никогда не видела, какой у вас потрясающий красивый Дед Мороз. На праздник пришли тысячи людей, многие с семьями. В преддверии Нового года всем хочется волшебства. Это было очень круто. Я увидела, как зажигаются эти елки. Просто было очень здорово. Я обожаю такие новогодние мероприятия. У меня как раз сегодня было безумно дикое новогоднее настроение, что ничем уже было не испортить. Пришли посмотреть, как зажгутся елки. Детям очень интересно посмотреть на это было. И Дедов Морозов, конечно, якутский, ямальский. То есть детям очень понравилось. Замечательное настроение. Пришли посмотреть на Деда Мороза, нашли в интернете объявление, и решили первый раз на таком мероприятии. Ты скажи что-нибудь. Мне очень нравится, очень интересно. Якутяне, живущие в Москве, тоже решили своими глазами посмотреть на первый новогодний праздник в году. Сегодня мы стали свидетелями зажжения всех прекрасных 90 елок. Это же уму непостижимо, действительно, такое достижение, вот именно событие такое огромное. Мы очень рады. Передаем большой привет своим родным и близким в Якутию. Стоит отметить, что все деревья живые и после Нового года не пропадут. В апреле их бережно пересадят из кадушек в грунт. Так на ВДНХ появится аллея регионов. Максим Кардозу, Григорий Николаев. День за днем. Москва. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.